Всем привет, с вами Варган 74, меня зовут Максим Тамонов, а это значит, что время пришло поговорить о варганах. И сегодня речь опять пойдет о русских варганах от одной замечательной мастерской Ромаг. От себя хочу сказать, что мне очень импонируют инструменты этой мастерской, потому что они очень самобытные, классные по звуку и не имеют аналогов на русском рынке, да и за рубежом, пожалуй, тоже. Поэтому досмотри обзор до конца и узнаешь, чем же так хороши эти варганы, почему же они мне так нравятся. Я пока распакую посылку, а вы наливайте себе чаек, берите сладости. Обзор обещает быть долгим и очень интересным. Итак, поехали. Значит так, вскрыли мы посылку и внутри обнаружили 3 вот таких добротных деревянных футляра. Внутри предполагается, что варган. Обратите внимание, с этой стороны написано Ромаг, с этой стороны название варгана. В данном случае это варган боревой. Что ж, с его я и начну. Раз очень простая и надежная система крепления крышки футляра. И сам футляр, я думаю, заслуживает более подробного внимания. Смотрите, он сделан из дерева. Такое довольно легкое, предположительно это мореная сосна. И имеет довольно затейливую резьбу. С этой стороны вот такая спираль. Крышка довольно простой имеет орнамент, просто такая сеточка. При этом выглядит очень стильно. Футляр имеет очень приятную тактильность. Держать в руках, одно удовольствие, потому что вещь сделана вручную. Открываем, видим внутри варган. Достаем, смотрим. Значит так, у меня в руках варган мастерской Ромаг боревой. Это довольно большой инструмент. Его высота порядка 12 сантиметров. Толщина вот здесь 4,5 миллиметра, довольно толстая рама. Ширина самой широкой части, 3 с небольшим сантиметра, плюс-минус. Коленце. Загиб достаточно интересный, чуть больше 90 градусов. Высота коленца, как у хорошего якута, 2,5 сантиметра. Внешне инструмент выглядит очень интересно. Это довольно увесистый варган из нержавеющей стали. Сделан он настолько хитро, что я даже не могу сказать, что это за технология. Предполагаю, что это все-таки какая-то лазерная резка из очень толстого листового железа. Надо отдать должное. Аналогичные фрезерованные варганы масс-маркета имеют более тонкий корпус. А как мы знаем, масса корпуса довольно хорошо сказывается на ощущениях от игры. Что еще интересно? Вот здесь варган боревой имеет тройное крепление язычка по системе Бурцева. С обратной стороны он имеет вот такую интересную накладку. Чем еще интересен дизайн? Для крепления язычка и вот этой
перемычки использованы клепки такой довольно интересной формы. Это делает варган похожим на такую подводную лодку или субмарину, или какой-нибудь корабль, батискаф. То есть выглядит он достаточно самобытно. Что еще нравится? Обратите внимание на форму язычка. Язычок довольно широкий у основания, потом идет достаточно высокая конусность, и там, где язычок достигает вот этого конуса, он снова прямой. Подобная форма встречается у американских инструментов мастера Билла Горинга. Это дает довольно такой своеобразный звук, довольно чистый, довольно мелодичный, кстати. Посмотрим, что может этот красавец. Так, давайте я затестирую звук, а в конце распаковки поделюсь впечатлениями о всех трех варганах. Итак, поехали. Варган мастерской Ромак Боревой, нота соль диез, контроктавы. Весьма хорош. Первые впечатления очень приятные. Протираем варган насухо. Убираем футляр. Как же красиво сделан футляр все-таки. Вот люблю инструменты ручной работы, когда и сам варган красивый, и футляр. Смотрите какой. Так. Пожалуйста. Аутентичная, добротная вещь. Переходим ко второму инструменту. И вторым по счету я хочу испробовать вот этот инструмент, на футляре которого написано Йорик. Вот здесь, смотрите. Так приятно выполнены буквы, такой очень озорной шрифт. Видно, что мастер делал резцом все. И дизайн самого футляра тоже классный. Смотрите, вот такая крышка с сеткой. И вот такая оборотная сторона, да, здесь
приятная такая резьба, и в центре некий музыкальный инструмент. То ли гитара, то ли банджо, что-то струнное. Что ж, распаковываем. Раз, два. Ага. Опа. Какая красота. Эть, два. Посмотрите, как классно этот инструмент смотрится в своем родном футляре. Темный футляр, полированный нержавеющий варган. Давайте рассмотрим подробнее. Значит, первое, что мне вот так вот невооруженным взглядом видно, это то, что инструмент сделан очень тонко и, судя по всему, доработан вручную. Деки имеют достаточно узкие зазоры, и при этом они прекрасно отполированы. Что еще нравится, эта камера вряд ли покажет мои тактильные ощущения. Варган очень увесистый, в руке лежит прям как влитой, то есть корпус тяжелый, вибрировать от язычка скорее всего не будет. Размеры инструмента следующие: 12,5 сантиметров в высоту, ширина 4,5 сантиметра, толщина рамы практически 5 миллиметров, плюс-минус 4,5. И надо сказать, что рама усилена вот здесь накладочкой. На накладке выбит логотип мастерской. Вот здесь. И тональность. Нота фа. Также инструмент украшен вот таким йориком. Вокруг черепа такая шутовская шапка. Колпак такой. С 6 щупальцами. Прекрасно. Мне очень нравится. Очень оригинальный дизайн. Вот по первым ощущениям, вот по тому, как лежит в руке инструмент, напоминает мне одного моего старого знакомого, я бы даже сказал верного друга, якутский Хамус Готовцева. Такая тоже лопата. Знатоки якутской классики узнают силуэт. Но такая лопата более увесистая. Как же он прекрасно лежит в руке. Давайте пробовать. Вот не могу, руки чешутся начать. Так, поехали. Варган Йорик. Нота фа.
Короче, вы как хотите. Можете перемотать, можете смотреть дальше. Я хочу еще поиграть, потому что это реально очень интересный опыт. Потом объясню почему. Досмотрите до конца. Попробую по-якутски. Класс! Слушайте, я не могу остановиться, но понимаю, что нужно уже брать следующий. Крутой. Очень крутой варган. Досмотрите видео до конца, и я расскажу почему. Оп. Еще раз полюбуемся Юриком в футляре. Ну и следующий инструмент у нас варган боревой. Я не буду заострять внимание на внешнем виде, если там все точно так же. Сразу перейду к тестированию звука. Стоит только полюбоваться футляром. Вот он, похож на предыдущий, но за счет каких-то микро-микро нюансов, за счет того, что сделан вручную, смотрится он также оригинально. О, класс! Вот этот инструмент уже в ноту соль контр-октавы, то есть на полтона ниже предыдущего. Ну, все точно так же, как и в прошлый раз. Сделано безупречно, безукоризненно. Внутренняя сторона дек, что мне нравится, заполирована. Мастер постарался. Зазорчики тоже очень маленькие. Форма язычка фирменная, мастерской Ромак. Тройное крепление. И такой конус, плавно переходящий в прямую линию. Что ж, давайте пробовать.
Это были мои импровизации на варганах мастерской Ромаг. Довольно долго поиграл. Не хотелось останавливаться, поскольку, как я уже говорил, мне эти варганы очень нравятся, и каждый раз, играя на них, погружаюсь очень плотно в звук, потому что есть что поисследовать, есть, значит, с чем поиграться. И настало время рассказать о своих впечатлениях. Начну с первого инструмента. Первым номером у меня шел варган Боревой. И сразу же расскажу о втором Боревом, что у них общего и чем они различаются. Это довольно давно известный мне инструмент, который зарекомендовал себя как очень качественный бас и при этом очень самобытный. Варган Боревой – это своего рода синтез якутской и западной традиции. От якутских хомусов этот инструмент унаследовал тройное крепление по Бурцеву. А от американской классики варгана Белогоринга ему достался такой причудливый язычок. И вот весь звук инструмента, он продиктован как раз-таки формой язычка. Широкие основания и очень узкий у загиба, при этом имеющий довольно длинную вот такую узкую часть. Этот язычок обладает весьма долгой вибрацией и, как следствие, очень долгим и выразительным сустейном. Это сразу располагает к такой неспешной, неторопливой, очень вдумчивой медитативной игре, внезапно в классической якутской традиции. Вот модерновый варган прекрасно, как мне кажется, подходит для традиционных якутских приемов, когда мы играем медленно, ударами на себя, подключая дыхание, подключая диафрагму. О чем следует предупредить? Язычок у этого варгана имеет также такое по-якутски высокое коленце с довольно интересным загибом. Он больше 90 градусов. То есть обычно я жалую загиб 90, либо под острым углом. Здесь угол, да, тупой угол. Коленце язычка, точнее скругление вот это, оно выведено достаточно далеко за пределы дека. И это накладывает определенные требования на бой. Я не сказал ограничения, а именно требования. Такому язычку нужно приноравливаться и искать угол атаки. И когда вы найдете оптимальный угол атаки, вы почувствуете, как же легко все-таки играть на этом инструменте, потому что достаточно одного такого правильного поставленного удара, чтобы ваш варган запел, и дальше уже можно действовать при помощи артикуляции. А артикулировать здесь можно все что угодно. Различные якутские приемы, да, все традиционные: кукушка, жаворонок, там, гусиное пение и так далее. Вдобавок ко всему, варган имеет весьма чистый звук и прекрасно реагирует вот на работу горлом, на выделение обертонов, на игру мелодии. При всем при этом язычок достаточно послушный, и на этом басовом варгане можно играть двусторонним боем при наличии у вас опыта. И при этом играть двусторонним боем достаточно серьезно, экспериментируя со скоростью удара, с ритмикой и так далее. Больше всего в ритмическом стиле этот инструмент раскрывается, когда используешь, опять же, дыхание. Такое отрывистое, ритмичное, задавая основной темп ударами односторонними и подключая различные приемы. В голосе инструмента присутствует такая приятная вибрация, вот это некое расслоение, но оно здесь в пределах нормы,
так что его можно совсем сводить на нет, играя на задержке, либо на очень умеренном дыхании, либо усиливать. И вот такое качество басовых варганов мне очень-очень нравится. То есть вы, задействуя дыхание, как бы подключаете дополнительный жир, дополнительный басовый треск, и инструмент звучит очень-очень эффектно. У меня сегодня в распаковке попалось два варгана. Один чуть повыше, в ноту соль диез, другой чуть пониже, в ноту соль. И вот несмотря на эту разницу в полтона, инструменты очень похожи. Я не могу вот так на первый взгляд выделить какие-то различия существенные. Поэтому различия напишите вы мне в комментариях. Как вы думаете, чем различаются вот этих два варгана баревой? Первый был в ноту соль диез, второй в ноту соль. Ну, помимо, конечно же, разницы в полтона. Интересно послушать ваше мнение. А я перейду к следующему варгану. Такой вот бедный Йорик. И этот инструмент меня весьма и весьма удивил, и весьма порадовал. У него неожиданно тяжелый корпус, который прям очень приятно звучит, лежит в руке. И к такому же жесткому кондовому корпусу, усиленному в паре, предлагается такой же жесткий и, я бы сказал, бескомпромиссный язычок. Он не грубый, не деревянный, в нем вот нет какой-то непослушности, но в то же время он требует четкого, сильного удара и весьма внимательного отношения к траектории этого самого удара. Связано это опять же с загибом коленца, то есть здесь нужно поискать вот этот оптимальный удар. И когда, опять же, вы его найдете, инструмент начинает раскрываться. И вот здесь начинается просто какая-то магия. Поскольку я, поиграв на этом инструменте, так и не понял, в чем же он лучше раскрывает. Казалось бы, жесткий язычок, и на нем стоит играть быстро. И при быстром темпе он действительно выдает такую потрясающую скорость, красивый, я бы сказал, агрессивный, громкий звук. Но если играешь на нем медленно и вдумчиво, я бы сказал, мелодически, этот варган, вот этот довольно большой инструмент, который, казалось бы, создан для такой агрессивной игры, он выдает очень деликатные, красивые обертоны. Я бы сказал, что это такой разносторонний концертный инструмент на вырост, при этом весьма и весьма качественно сделанный. То мне понравилось. Жесткость язычка. Можно играть двусторонним боем, можно играть жестко. Частота обертонов. Здесь, на мой, опять же, слух и на мой вкус, все звучит очень-очень выверенно. Во всяком случае, мне артикулировать мелодию было легко и приятно. При этом у инструмента есть какой-то свой весьма самобытный тембральный окрас. Этот варган звучит так, как никакой другой инструмент из тех, что я пробовал. Он абсолютно такой самобытный. И вот здесь у меня закончились аргументы. Чем же хорош этот инструмент еще? Поскольку действительно хорошая вещь не нуждается в каком-то долгом описании и рекламе. Поэтому я с чистой совестью убираю варган в футляр. Еще раз даю полюбоваться футляром. Вот, зацените, какая красота. И предлагаю вам незамедлительно заказать эти три инструмента по ссылке в описании. Это реально лучший способ поддержать мой проект. А на сегодня, пожалуй, все. С вами был Варган 74, меня зовут Максим Тамонов. Это была распаковка варганов от мастерской Ромак. У нас с собой было три инструмента. Два варгана баревой, вот таких басовых. И один высокий варган Йорик. Все они доступны по ссылке в описании, так что успевайте. Какой из них лучше, я прям не могу сказать. Вот сегодня я реально теряюсь в выборе. Но вы можете выбрать для себя какой-то один и написать в комментарии. Что ж, с вами был Варган 74, меня зовут Максим Тамонов. Палец вверх под видео, подписка на канал. И что, смотрите мои обзоры, играйте на хороших варганах, любите музыку. Всем пока, всем варган. До новых встреч.